февраля этого года руководство агрофирмы «Эдель» по выращиванию томатов не может вывести свой товар на российский рынок. Не пропускают таможенные службы России. Томаты гниют, а предприятие несет большие убытки. 85 тонн помидоров уже выброшено. Потери в рублях составляют почти 9 миллионов. Чем российская таможня аргументирует отказ на вывоз вашей продукции? Российская таможня говорит в открытую говорит, что они под сомнением, что говорят, что это турецкий продукт, сомнения, мол, имеем, мы проверяем, но их проверка длится до 10 рабочих дней. 10 дней рабочих дней томат, если держишь на границе, она портится. Последняя партия товара – это около 10 тонн. Долго простояла на границе без охраны и надлежащих условий хранения. После долгих переговоров разрешение на провоз товара дирекция фирмы так и не получила. Часть продукции пришла в негодность, а 400 килограмм и вовсе исчезли. Сотрудники агрофирмы занимаются сортировкой овощей, отделяя испорченный товар. 20 числа апреля последняя машина. Мы отправили 10 700 без 2 килограмм. Простояло 8 дней, сгнил наш помидор там и отправили обратно. Отправили ночью, мне в 12 часов ночи позвонил водитель, меня выгоняют с границы. Когда машину официально возвращают, декларации ставят штамп о возврате груза. Декларацию не дали. Это не единичный случай, когда на таможенном посту «Адлер» задерживаются овощи из Абхазии. Российские таможенники свои действия объясняют тем, что экспертиза пробных образцов показала, что страной происхождения этих помидоров является Турция. Но сотрудники предприятия говорят, что это утверждение не имеет никакого отношения к фирме «Эдель». У нас договор есть. И все к декларации нужные документы все подготовили, юристы, брокера наши. Присутствовала при погрузке здесь карантинная служба, пограничная служба, таможенная служба, госстандарт. Все присутствовали наши органы, которые есть в Абхазии. Здесь запломбировали. Ахрам Аршан говорит, что представители российской таможни и Россельхознадзора приезжали на предприятие, знакомились с производством и его объемами, убедились в наличии разрешительных документов, подтверждающих качество товара и страну производителя. Здесь бывал замначальника поста ПСО, российская сторона имеется, Чемов Юрий есть такой, лично приезжал сюда в феврале месяце. Снимал этот на камеры, на видео снимал. Он тогда заинтересован был, чтобы томат шел в Россию наш. А сегодня он под сомнением почему-то. Агрофирма «Эдель» обращалась за помощью в компетентные структуры Абхазии. Дошли и до российского посла в нашей стране. Однако, как говорится, ВОЗ и ныне там. И когда видим, что они тоже ничего не могут осилить, мы написали послу, таможенный союз. У нас здесь Россия, Абхазия, есть представитель Иванов Сергей Михайлович. На его имя написали. На аппарат президента Республики Абхазия написали. Но пока мы не можем ничего сами решить, если они помогут в чем-то. Теплицы агрофирмы «Эдель» в селе Кындык занимают территорию в 4 гектара. Их построили в июне 2015 года, а в декабре томаты сорта «Лидер» уже дали первый щедрый урожай. Производство предприятия полностью автоматизировано. В нем задействованы 52 сотрудника, все жители района. Цветы томатов опыляют голландские пчелы, которые живут вот в этих ульях. Каждая пчела опыляет до 40 цветов в день. Помидоры выращивают по современной английской технологии на кокосовом торфе с добавлением органического удобрения и путем капельного орошения. Запрещенные химические препараты в производстве не применяются, утверждают в агрофирме. Предприятие исправно платит налоги, никаких задолженностей у него нет. В неделю где-то от 25 до 30, если нормальные условия, нормальная погода, от погоды очень зависит многое, да, вот от 20 до 30 тонн можем собирать. Состав, который добавляется, соответственно, вот в растворы для подачи капельного орошения. Здесь витамины, соответственно, железо, то, что содержится в грунте.
в земле, да, то есть это подается капельно, то есть искусственно мы размешиваем все. В Абхазии 3 теплицы по выращиванию томатов – в Кындык, Адзюбже и Пицунде. Все ориентированы на российский рынок сбыта. Однако из-за некоторых недобросовестных предпринимателей, которые провозили вместе со своим турецкий товар, под подозрение попали все экспортеры. Действительно, с недавних пор такая проблема у нас возникла. И возникла эта проблема благодаря некоторым нашим коммерсантам, которые пытались вывести турецкую продукцию под видом абхазской. Вот. И они были задержаны на границе, хотя их об этом предупреждали, что не стоит это делать, и не раз предупреждали, и что это аукнется для наших производителей в самом негативном свете. Так оно и получилось, к сожалению. По просьбе производителей сотрудники Министерства сельского хозяйства выезжают на место и проверяют принадлежность товара. Только после этого в министерстве дают письменное подтверждение, что это продукция местного производителя. Этой проблемой занимается, я насколько знаю, руководство нашей страны, и президент, и премьер занимается. Но Минсельхозу пока никаких поручений по этому поводу не было. Ну, если поручение какое-то будет, мы, естественно, этим будем заниматься. В агрофирме «Эдель» рассчитывают, что государство поможет разрешить проблему с экспортом томатов, и они смогут вновь поставлять свой товар на российский рынок. Елена Лула, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.